Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Мои милые, тема сегодняшнего гадания на любовь. И звучит она так. Что загаданный человек надумал в отношении вас? Будут ли действия с его стороны? Пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вас интересует. Вспомните его голос, его глаза, его улыбку. Представьте его рядом. Задайте ему вопрос. Назовите его по имени, ну и спросите, что ты надумал в отношении меня? Будут ли действия с твоей стороны? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. И прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы, послать самую нужную и самую важную информацию для вас. Итак, что загаданный человек надумал в отношении вас? Что он надумал? Так. Замечательно. Любовь он надумал. Здесь какая, смотрите, рыба в рыбе, я даже так бы сказала. Две рыбы вместе плывут в одном направлении. Только меня, конечно же, смущает, что они плывут влево. Влево плывут, они должны плыть вправо. Так, давайте разбираться, что он надумал. Ну, что вы любите друг друга. Вот, он надумал, что вы пара, что вы спутники по жизни, что вы две половиночки, что любовь ваша прекрасная, что страсть есть, что мечта между вами есть, что-то вас объединяет, какое-то общее дело, мечта об общем деле, либо какая-то общая прям черта, может увлечение, что-то есть у вас общее, и это ему нравится. Он считает вас вот просто единым целым. Но ему очень не нравится и непонятна та ситуация, почему вы постоянно как-то спорите, ругаетесь, ссоритесь. И какая кошка между вами пробегает. Вот это ему непонятно и это ему не нравится. Здесь еще такая ситуация. Ему постоянно кажется, что кто-то третий постоянно влазит в ваши отношения и вас разводит. Понимаете, ему это очень не нравится. Он подозревает человека именно с вашей стороны, по вашей дороге. И хотел бы, конечно, бы он разобраться с этим человеком, но вычислить конкретно, кто это делает, он не может. Тут может быть претензии к вам, может человек вам предъявлять, дескать, не общайся там со своей семьей, с мамами, там, с бабушками, с тетями, там, с сестрами, подругами, да, вот всех может под одну гребенку грести, лишь бы вот ушла вот эта вот острая ситуация из ваших отношений, а она у вас есть, потому что все-таки две рыбы плывут не в том направлении, понимаете, вообще не в том. Может быть, действительно кто-то на вас влияет, причем не самым лучшим образом, либо вы стараетесь, ну, даже не знаю, что вам сказать. Здесь, смотрите, вот такая картина, да, когда вот есть женщина, которая вот со всех сторон окружила вас. Понимаете, она как будто бы руками вот так вот вас закрывает и держит. Видите, вот вы в серединке стоите, и она вас вот так вот прям закрыла. От всего мира. Если у вас такая мама, либо такая подруга, либо есть такая родственница, понимаете, что она, конечно, вас любит и старается для вас, но она вас действительно закрывает от всего мира и от любви, и от счастья. Это не совсем правильно. Да, может вы споритесь, может вы там ругаетесь, но это притирка, это нормально. Во всех отношениях бывают такие ситуации. Самое главное, что вы друг друга любите. Но из-за всех этих проблем вы плывете как будто бы не в том направлении. Вам нужно делать разворот, обязательно нужно делать разворот. Мужчина ваш это понимает. И он пытается определить того человека, который действительно несет какие-то негативные моменты и который на вас влияет. Что он надумал о вас еще? Он, честно скажу, он вас сравнивал с кем-то. Причем сравнивал либо давно, либо на протяжении длительного времени. Если у него были там бывшие какие-то, там, может, если женат был, то, конечно же, сравнивал. И я так скажу, вы, конечно, побеждаете. Вот побеждаете его бывшую, да, и выигрываете это сравнение. Он вам об этом не говорит и никогда вам в этом не признается. Но, понимаете, вы должны знать, мужчина ваш, и что бы там ни было, он
Чтобы он там себе не надумал, он все равно считает вас просто какой-то божественной, какой-то богиней, лучиком счастья, который ворвался в его жизнь. Да, понимает, что иногда он не прав, да, понимает, что иногда причиняет вам боль, но и вас он считает не совсем идеально в плане вот отношений, что вы не совсем ему что ли доверяете, что у вас какие-то, может быть, завышенные претензии, требования. То есть себя он тоже в этих отношениях, между прочим, таки жалеет, вот так вот идет. Что он еще надумал? Ну, надумал, если вы, например, там встречаетесь, хотел бы жить с вами вот таким одним общим домом, и чтобы у вас был общий очаг, и был, например, общий ребенок. Вот это он надумал. Чтобы женой вы его стали, чтобы заботились о нем, чтобы холили и лелеяли. Вот это ему хочется с вами. Хотелось бы видеть общих детей, например, да. Вот он гадает, вот если бы у нас был ребенок, на кого бы он был похож? На меня, либо на нее? Его почему-то очень забавляют эти мысли, он прям улыбается. Сам себе человек улыбается, когда думает про это. Если вы уже не в том возрасте, все равно он об этом думает и мечтает. Да? Вот у него почему-то такие мысли вот именно про детей. Про детей в голову закрадываются. Еще он думает о том, что ему повезло с вами, что вы мало того, что умница, так еще и такая невероятная красавица. Понимаете, мужчина может немножечко и переживать, опасаться, что вы, например, его бросите, уйдете, променяете на кого-то. Ну, то есть иногда ему не нравится, как вы одеваетесь, как вы выглядите, то, что вы уделяете много внимания своей там внешности, нарядам. Ему не вдомек, что вы это делаете для него, чтобы для него быть красивой, самой желанной. Он считает, что вы так пытаетесь привлекать других людей, других мужчин в свою жизнь. Вот здесь, конечно, это камень преткновения, нужно общаться на эту тему, разговаривать и всячески, ну, как-то, не знаю, доносить до него, что я делаю для тебя, чтобы ты мне там больше комплиментов делал, да, чтобы не смотрел на других женщин. Вот доносите ему, потому что здесь я вижу, у вас недопонимание может происходить. Так, еще я хочу вам сказать, что здесь... Конечно же, такой момент, что он надумал, что, как бы деликатнее сказать, момент страсти считает вас немножечко, ну, отстраненной, да, в самые такие яркие моменты вашей близости. Вы как-то от него отстраняетесь, ну, и он, ну, не знаю, начинает сомневаться в своей мужественности, в том, что насколько он как мужчина, да, может вас завести. Конечно, он вас винит в том, что вы холодненькая, да, что вас там трудно очень разогреть. Но с другой стороны, это тоже на него очень сильно влияет и тоже заставляет его, кстати, ревновать, потому что у него прям, не знаю, фантазии, что вы там где-то с кем-то там увлеченно чем-то занимаетесь, да, и там вы там на все 100 отдаетесь, а вот с ним немножко себя холодно держите, холодно себя ведете. Здесь такой момент, либо вы, не знаю, либо вы очень скованы и вы не умеете расслабиться, либо мужчина действительно, ну, не может себя проявить во всей красе. По-хорошему, этот момент вам нужно с ним обсудить, да, обсудить, может, в какой-то игровой форме, да, вот как у вас получится, просто поговорите, потому что он считает, что у него проблем, скажем так, с потенцией нет, что это у вас какие-то, ну, ваши какие-то зажимы, может быть, либо ваша там фригидность, не дай бог там, да, что-то типа такого. То есть сам себя в своих глазах оправдывает. Ну, такой-то он у вас, понимаете. Сам себе он ищет оправдание. Так, он себе построил какой-то план. Где-то вот в течение 3 периодов времени он будет себя проявлять. Он, например, будет вас куда-то звать, приглашать, что-то делать, что-то показывать, что-то рассказывать. Может даже, кстати, предложение какое-то. Но пока на брак это не тянет. Больше похоже на предложение, не знаю, какого-то совместного отдыха, времяпрепровождения, хобби, поездки. Пока это выглядит так. Может даже жить вместе, но это тоже вот ближе. Нет. Может там у некоторых только жить вместе, да. Ну а если вы уже живете в браке, если смотрите на мужа, человека, с которым вы в паре, то, конечно же, здесь будет предложение именно, может, какой-то переезд. То есть все, что связано с дорогами, с движением, вот он будет предлагать. У него это в голове, он себе там надумал, какие-то планы построил, что-то там себе нарисовал, и будет он это пытаться продвигать. Так, ну, честно, мужчина такой загадочный. Он, конечно, вас любит, тут без сомнения. Он это понимает, он это признает, он этому рад. Но
себя прорабатывать он не спешит. Он больше, знаете, зацикливается на том, что у вас что-то не так, да, вы какая-то такая, на его взгляд, не совсем открытая, не совсем там свободная от каких-то комплексов и зажимов. То есть вы, конечно, извините, мои дорогие девушки, женщины, он считает вас очень глубоко закомплексованным человеком. Но он типа классный со всех сторон, идеальный, а вы вот такая закомплексованная. Так, давайте мы посмотрим, будут ли действия с его стороны какие-то активные в вашу сторону. Будут ли действия с его стороны активные в вашу сторону. Так, ну, действия будут, сразу скажу, будут. Причем будут действия разные, хаотичные, непонятные, иногда даже друг другу противоречащие. Здесь человек, он будет, не знаю, такое чувство, что он решил попробовать все. Все, что мне в голову придет, я буду пробовать. Начиная от, может быть, даже каких-то претензий, заканчивая какими-то там невероятными предложениями. То есть то, что он не будет себя вести пассивно, это точно. Еще что меня вот прям сразу смущает, здесь вот люди, он будет привлекать в ваши отношения других людей. Чтобы другие люди, например, да, вот ему там кажется, что кто-то влияет и разводит вас по разные стороны, да, он будет искать союзников, тех людей, которые будут влиять в обратном направлении, что будут за него топить, да, за него там агитировать и говорить, что он там самый классный, и будьте готовы к тому, что мужчина еще может провоцировать вас на ревность, типа вот смотри, меня заберут, я такой замечательный, оторвут с руками и ногами, ты уж там, пожалуйста, там, давай, более будь в мою сторону расположена. То есть может брать вас и на ревность, и на все. Здесь вот вообще у вас бантик, да, это вот и есть знак ревности и какого-то такого, знаете, игры. Игра будет с его стороны. Он не придет честно и не скажет вам: все, давай любить друг друга, жить, быть вместе, там, построим семью, отношения, вот я об этом мечтаю, этого хочу. Нет, он будет играть через этот бантик вашими чувствами, вашими эмоциями, будет смотреть, какая вы. Понимаете, что я вижу? Я вижу, что вот картинка, она совсем даже вот и не в вертикали, не в горизонтали, она как будто бы вот сбилась с ориентиров, да. Вот он стучится в дверь, в закрытую дверь, бант, и вы, которая смотрит вообще в противоположную сторону. Понимаете? Вот его какие-то, ну, скажем, такие глупые действия, глупые, да, вот по-другому и не назовешь, они приведут к такому результату, что вы можете просто действительно его послать куда-то далеко и надолго. Вот так вот идет. Вы будете смотреть более себе какого-нибудь достойного и ресурсного человека, чем он. Потому что открыто он к вам не идет, понимаете, вот открыто не идет, да, сломай ты эту дверь, приди, расскажи все как есть. Нет, он идет через бант, он будет там хитрить, мудрить, короче, как-то там играть с вами. Ну, вот такой мужчина, понимаете, игрок, да, назовем его так. Это человек, который не ищет, скажем, честных прямых отношений, ему нужна какая-то дымка секретности, дымка каких-то непонятных вот таких вещей. Так. Мужчина играет, мужчина выкручивается, напрямую, честно, он с вами не говорит. И это может быть именно какой-то такой прям фатальной ошибкой с его стороны. Что я хочу сказать? Активных прям действий с его стороны, прям честных, прямых, что вот пришел, признался, попросил, извинился, не знаю, там предложил, я, честно, не вижу. Я вижу игру. Он будет играть. Мне не очень нравится то, что вы отворачиваетесь, потому что, наверное, вы устанете от таких его манер, да, от того, что он так себя ведет. Посчитайте, что мужчина просто пустой и пусто к вам относится. Здесь, честно, я вижу, что вы даете ему шансы, даете даже несколько шансов, и, возможно, даже готовы ему там помочь как-то, не знаю, там поговорить с ним, вы готовы. Но он ведет себя именно вот как, знаете, незрелая личность. По-другому у меня и не выходит. Что хочу сказать. Вы наполненный человек. Вы человек, который стремится, вот, чтобы семья была, чтобы все было. Но на вас практически, ну, наверное, невозможно повлиять и невозможно вас как-то обхитрить, да. Вы будете чувствовать эту фальшь, и эта фальшь всегда будет вас останавливать. Эта фальшь будет вас всегда разоединять с этим человеком, да. И это похоже на бег по кругу, да. Пока этот человек сам себя не поменяет, пока он к нему в голову, да, не дойдет эта мысль, что я себя веду где-то опрометчиво, неправильно, ну, к сожалению, будет так. Мои дорогие, я буду еще в будущем делать такие подобные гадания. Будем смотреть, что происходит в его голове и как у него там все меняется. Надеюсь на то, что человек одумается и действительно просто придет
честно расскажет о своих опасениях, о своих чувствах и о своих эмоциях. Мои дорогие, желаю вам счастья, любви, радости. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.